Музыка, которую узнают даже без слов. Песни военных лет звучат у Вечного огня в Магасе. Так в Ингушетии отмечают окончание самой крупной войны в истории человечества. Даже проливной дождь не помешал участникам и организаторам митинга. Большая часть гостей с зонтами стояли под дождем. Аппаратура мокла, но мероприятие продолжалось. Жители республики собрались у Вечного огня, чтобы возложить красные гвоздики в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной. Среди гостей нет тех, кто принимал участие в войне. С каждым годом ветеранов становится все меньше, но память о них при этом не скудеет. В стране по-прежнему чтят тех, кто своим трудом внес вклад в Великую Победу. Это действительно знаменательная, символичная дата. В этот день наша страна, наши герои, наши ветераны одержали уверенную победу над фашизмом, нанесли урон, серьезный удар по нацизму. И это, безусловно, заслуга наших ветеранов. И это то, что обеспечило нам сегодня мирное небо над головой. Мы все должны это помнить, ценить. Я всех ветеранов поздравляю с этим великим праздником. Здесь есть наши старшие, ихние седины, ихние маршины излучают для всех нас свет величия и могущества. Особую благодарность тем великим сынам, что, не дожив этого дня, положили фундамент создания нашей республики. И тем великим сынам и дочерям, которые своим трудом и талантом возрождают нашу республику. Подвиг солдата, который шел навстречу смерти, труд тыловиков, работавших у станков днями напролет, участие детей, которые наравне со взрослыми приближали победу. Память об этом должна жить в сердцах вечно, говорят участники мероприятия. Особенно актуальна эта тема стала на фоне специальной военной операции на Украине, где наши солдаты снова ведут борьбу с нацизмом. Мы заплатили большую цену за это. Горе пришло в каждую семью нашей большой страны. И в современных условиях, то, как мы сейчас живем, это, безусловно, достижение наших прадедов. И мы должны отдать им уважение и всегда об этом помнить. Несмотря на то, что современный мир бросает нашему государству очередные вызовы, наша задача, как народа, сплотиться и дать достойный отпор, в том числе во имя памяти наших родственников и предков, которые в свое время ради нашего будущего отдали свои жизни. Мы никогда не должны об этом забывать, а только приумножать их память и достоинство. Не дать забыть ужасы войны, ту цену, которую отдали миллионы людей в этой борьбе. Вот для чего проводятся такие мероприятия. Возложение цветов в шествие Бессмертного полка, парад победы – это лишь малая часть того, что мы, потомки, можем сделать в память о великом подвиге наших предков. В завершении мероприятия под гимн победы участники возложили гвоздики к вечному огню и запустили в небо 77 шаров с белыми голубями, как символ мирного неба над головой. В Назране также состоялось возложение цветов к годовщине Победы. В памятном мероприятии приняли участие жители города, ветераны афганской войны и потомки участников Великой Отечественной. Шествие к мемориалу продолжается. Ветераны афганцы. Я думаю, что вот это мероприятие очень важно для нашего подрастающего поколения. Показать, как защищали нашу родину, наши старшие отцы и деды, чтобы вот это подрастающее поколение не забыло те подвиги, те даты, которые есть в памяти у нас у всех. Эта война была самой страшной, жестокой и масштабной. В ней погибли более 26 миллионов человек. Именно поэтому эту победу мы и называем великой. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев, Новости 24.